Живе Беларусь! Живе Беларусь! Перше, я хотела подякувати всім тим, хто 1 лютого был на акции по шануванню памяти Костя Калиновского и его повстанцев. Дякую великим, потому что слушно сказали, что лютый для белорусов это и 1 лютого, коли пришлось повстание Костя Калиновского в 63 году, и стороны был часовый урад Литвы и Беларуси. И, натурально, 2 лютого, коли народился великий герой белорусской нации. Але ж для меня этот тыдзень был все-таки тыднем, коли Полина Шаренда-Панасюк вырвалась з территории, якую сегодня оккупує лукашенковсько-путінська банда. Сапраўды чоловік, який все годы этой диктатуры змагался с диктатурой, был достатково ведомый, и падчас свого зневолення яна пройшла сапраўды 10 колаў пекла, бо тое, што зарабілі, это просто немагчыма. На вялікі жаль, часам замест падтрымкі з дыаспоры ішлі рэчы, которые просто перешкаджали нашим политвязням змагацца з режимом уже в турме. Такі час, такая ситуация. Тому я просто вельмі рады, что Полина с семьей, я ведаю ее с 96 года, это сапраўды вельмі пристойный человек, вельмі добрый человек. И вельмі хотелось, каб тых политвязняў, про которых так само забываются, якія сегодня в шалёна жахливых умовах, прозвища яких она называла, и Ольга Майорова, и Алена Гнаук, и іншие, которых сегодня катует банда, так само все-таки были вызволены. Але ж ситуация в Беларуси еще погоршается, потому что режим провел свой выборчий фарс, как все ведаете. Насамрэч, самым великим достижением этого режима было то, что Шпиц обсикал выборчий участок, где был Лукашенко. Лічбы, которые намалеваны, яны нават уже классичным идиотам повинны показать, что белорусский народ не имеет права выбирать владу с листопада 96 года, бо яны цалкам неправдоподобны. Мусить тому была истерика Тура, коли он называл, показывал людей, которых я так само зараз бачу и которых поважаю, бо яны хочуть запалохать всю Беларусь. Але кожный белорус на диаспоре мусить разуметь, что выборчий фарс у Лукашенки провалился. Пустые выборчие участки были не только в Минску, они были по всей Беларуси. Народ, як можа, сопротивляется. И это якраз подвешивает то, что хочет Путин и Лукашенко. Войну. Бо неведомо, коли отмобилизуют белорусов, что будет далей. Я вельмі прошу вас, кто будет иметь возможность поглядеть во вторник 19:40 двубой на Вилсате, где я буду так само выступать, потому что на этом тыдне Владимир Зеленский зробил вельмі шмат заяв. У него такая достатково тяжкая зараз ситуация персональная, бо влез в американские выборы по самые уши. Тому он шмат что зараз говорить. Тым ліку он казал о том, что Беларусь будет тягнута в этом году в войну. Я со своего боку, кто глядит мой YouTube-канал, сказал, что одна причина, чему проводит этот выборчий фарс дотерминова, это менавіта московская подрыхтовка до войны. И все это вельмі серьезно. Тому, коли ласка, глядите, коли ласка, приходите на такие акции, бо глядите, отбывается вот эта пропагандовая истерика Тура про замежжу. Есть законодавство Польши, Литвы, інших країн, яких он называл. И никто нават по этому мини-Геббельсу не возбуждает криминальную справу. Хотя законодавство это просто обовязывает зробить. Нікому зараз, окромя белорусов, нема справи до нашей країни. Тому треба триматися, тому треба бути разом. То, что президент Злучених Штатов Америки Дональд Трамп вел аудит на замежную допомогу, дає шанец белорусской диаспоры.
Потому что после того, как КГБ до такого добра вывез несколько человек по замежной Беларуси, практично все ресурсы шли на подтримку этих людей. Зараз белорусам треба опираться на свои ресурсы. Далей будет еще горш. Тому не забывайте про свою историю, про якую вам кажут. Бо яна была кровавая. Ближайшие подеи будут так само несутешальные. А лишь Беларусь жила, живе и будет жить. Бо есть люди Беларуси, и вы люди Беларуси. Живе Беларусь!